Всем привет! Меня зовут Бродникова Йола, мне 13 лет. Сегодня хочу поделиться с вами опытом своей исследовательской работы. Тема работы – слова-перевертыши. Уверена, что все вы сталкивались со словами-перевертышами в своей речи. Слова-перевертыши или же палиндромы – это слова, которые читаются наоборот, сохраняя свое произношение и смысл. Приведу примеры. Потоп, око в русском языке, level, дэн, мам в английском языке, а в моем родном якутском языке харах, аппа, икки и многое другое. Также нередко встречаются и такие слова, которые при чтении наоборот обретают совсем другие значения. Например, слово «нос» при обратном чтении «сон», live, evil, а в якутском языке усу, тусу. Такие слова-перевертыши носят название слова-оборотни. Перед началом своей работы выдвинула такую гипотезу. При условии того, что палиндром присутствует в долганском и в эвенкийском языках, можно установить морфологические и лексические сходства между палиндромами 5 изучаемых языков. В ходе работы были использованы следующие методы исследования. Теоретический анализ объекта исследования, поисковый, сопоставительные методы, а также сравнение и анализ результатов исследований, эксперименты и методы обработки данных. В результате поисковых работ в долганском языке было найдено всего 29 слов-палиндромов и 6 пар слов-оборотней. В эвенкийском языке найдено 38 слов-палиндромов, но слов-оборотней не удалось найти. Изучив и сопоставив палиндромы 5 языков, пришли к следующим умозаключениям. Самое короткое слово «палиндром» состоит из одной буквы, а самое длинное слово «палиндром» состоит из 11 букв. Палиндром, состоящий из 2 букв, имеется только в якутском и долганском языках, в других 3 языках отсутствует. Во всех 5 языках преобладающее большинство найденных палиндромов составляет нарицательные имена существительные единственного числа в именительном падеже. В отличие от всех других, в русском языке нет палиндрома из числа глаголов. Палиндромы среди числительных присутствуют только в долганском и якутском языках, при том, что они идентичны. Икки, сюс. Слова оборотни присутствуют во всех языках, кроме эвенкийского, что вскоре обусловлено особенностью словообразования данного языка. Также установили случаи лексического сходства палиндромов. Все эти наблюдения подтвердили мою гипотезу и смело могу утверждать, что есть морфологические и частичные лексические сходства между палиндромами долганского, якутского, эвенкийского, русского и английского языков. Для более подробного ознакомления с ходом и результатами исследования рекомендую посмотреть работу, где вы найдете весь список палиндромов с их значениями на русском языке, классификация по морфологическому признаку, результат моего эксперимента, выводы и обобщения, а также источники и литературы исследований. В заключение хочется отметить, что достигнута конечная цель работы и в полной мере выполнена задача. Данная работа была очень увлекательной и познавательной для меня. И я решила в дальнейшем продолжить и расширить ее. На этом у меня все. Всем пока.